Это актуальное интервью, в студии Полина Долинская. Банки регистрируют высокий спрос на программу «Дальневосточная ипотека» во всех дальневосточных субъектах, в том числе и в Якутии. Объемы и суммы выданных кредитов молодым семьям бьют рекорды. Между тем, наряду со спросом растут цены на квартиры в новостройках. Связаны ли между собой эти два факта, а также какие процессы происходят в строительной отрасли, мы обсудим сегодня. Гость нашей студии – Лариса Панькова, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Лариса Рашидовна, здравствуйте. Здравствуйте. О чем свидетельствуют цифры и объемы 2% дальневосточных ипотечных кредитов в Якутии? Выданные кредиты на сегодняшний день до порядка, наверное, уже 300. Если на 1 февраля это было 249, насколько мне помнится, то сейчас это 300, плюс наверняка и одобренные кредиты, по которым еще только молодые семьи, которые попадают под эту дальневосточную ипотеку, ищут себе на рынке подходящее жилье. Такой вот спрос на жилье породил то, что застройщики оказались не готовы предложить на рынке достаточное количество жилья. Ну, не секрет, что молодые семьи, естественно, ищут наиболее подходящее, все-таки это малогабаритное жилье, потому что комфортная большая квартира пока молодым семьям, к сожалению, недоступна, потому что мы понимаем, что, как правило, это молодая семья, работающая один член семьи, обычно маленький ребенок, супруга находится по уходу за ребенком. То есть они рассчитывают только на те средства, ну и на помощь, соответственно, родителей, которые могут позволить себе привлечь вот эти ипотечные средства, и понимая, что за это надо будет очень долго платить. Вот. А от того, что на рынке оказалось такого жилья недостаточно, это связано не только с тем, что застройщики не строили, но и с тем, что в прошлом году у нас стартовала вторая, так скажем, очередь программы переселения из ветхого аварийного жилья, и тоже было достаточно выделено средств для переселения, и эти квартиры тоже были востребованы. А ипотека, значит, к концу года многие застройщики вводили дома, а ипотека стартовала только с 1 января. И, соответственно, молодые семьи, которым эта ипотека стала доступна, обратились за привлечением такого ипотечного продукта и в поисках. Соответственно, большое сразу обращение граждан за оформлением кредитов к строительным компаниям, соответственно, идет спрос, поднимаются цены. Это закон рынка. Наши То есть застройщики... это напрямую связанные процессы или есть еще какие-то другие причины? Нет, причин, конечно, много. Это и повышение цен и на строительные материалы, и на энергоресурсы, и повышение НДС у нас на 2%. Все это отложилось привело к поднятию стоимости материалов. Ну, вот если на 2% она повысилась, то она повысилась. Плюс застройщики перешли на новую схему финансирования строительства объектов. Это так называемое введение счетов, это проектное финансирование. Проектное финансирование предполагает кредиты банка. Кредиты банка, к сожалению, на сегодняшний день 10-12%. Если раньше застройщик привлекал денежные средства граждан бесплатно, то есть дольщик приходил при заключении договора долевого участия к застройщику, приносил свои накопления или брал ипотечный кредит, и застройщику эти деньги, ну, мы говорим, доставались бесплатно, да, то с введением проектного финансирования переходит на то, что застройщик получает эти деньги под проценты. А за счет чего? Только за счет увеличения. И об этом говорили, что увеличение цены произойдет. Просто когда пошел большой спрос, соответственно, очень такая большая
привлекательность, еще и особенно это начало года, когда обычно идет снижение. Вот если сравнивать предыдущие года, то самые такие в плане продаж у застройщиков это зимние месяцы, когда спрос очень спокойный, когда у застройщиков недостаток денежных средств, и само строительство у нас, мы понимаем, в наших условиях, оно осуществляется с технологическими перерывами, потому что в 50 градусов строить достаточно, практически невозможно, да? Очень высокие затраты, еще и это сказывается именно на строительстве в районах Крайнего Севера. Вот. А тут спрос, потом такой ажиотаж еще подняли риэлторские компании. Риэлторские компании, То есть посреднические компании, да, посреднические компании, начиная в большом объеме обзванивать строительные компании, а сколько у вас на продажу квартир таких-то площадей, а в каких домах, и застройщик понимает, что раз такое внимание большое со стороны посредников, значит где-то есть и реальные покупатели, которые эти квартиры купят. А есть ли перекупщики на рынке риэлторском, которые перекупают и потом по завышенной цене производят реализацию? Я думаю, что наверняка есть. Но мне достоверно об этом неизвестно. Но предполагая, что поднялся спрос, то определенная категория людей, которая очень хорошо ориентируется вот в этих процессах денежных, как из ничего сделать что-то, наверняка кто-то этим грешит. Но я не думаю, что это какие-то такие огромные катастрофические масштабы. Если льготная ипотека для молодых семей будет востребована у нас в Якутии, что для того, чтобы не повышались цены на рынке, нужно сделать? Какие будут приняты меры при этом? Сейчас вот достоверно сказать, какие будут приняты меры, нельзя, потому что это только начало. Это, считайте, у нас с начала открытой ипотеки только вот второй месяц, начало месяца, да. Поэтому, но учитывая, что цены на квартиры поднялись по дальневосточной ипотеке не только в Якутии, да, достоверно я знаю, что и в Бурятии и этому было привлечено внимание. То есть в других регионах тоже, да? Да. Поэтому вот буквально 8 февраля прошло селекторное совещание с застройщиками, на котором был поднят этот вопрос и предложено Министерством строительства республики, предложено застройщикам все-таки попытаться объяснить высокий рост в последние дни цен на квадратные метры и чем это связано. Пока идет сбор информации, еще она не обработана, поэтому на сегодня сказать достоверно, что ответят застройщики, вот я сказать не могу, но предполагаю, что это будет и цены на материалы, и повышение налога на добавленную стоимость на 2%. Туда же войдет и то, что сейчас на строительство привлекаемые кредиты, все-таки эти цены высокие на кредитные ресурсы. И ряд, наверное, других факторов, которые изложат застройщики. В частности, и высокие затраты по формированию земельных участков. Не секрет, что у нас свободных земельных участков нет. Все у нас участки, которые предполагаются под застройку, они с ветхим жилым фондом, который подлежит сносу. Если это ложится на плечи застройщика, то это 30-40 миллионов минимум. Если там, допустим, дома не очень большие, а если это плотная деревянная застройка, то эти суммы еще выше. Если брать частный сектор, то там владелец земельного участка, на котором находится дом, который можно рассматривать его под снос, они вообще диктуют цены, независимо от того, сколько его там собственности, ему вот хочется получить вот столько, и он диктует свои цены. Заставить собственника продать по цене ниже в 2 раза, никто не может.
Мы начали с вами разговаривать об изменениях в строительной отрасли Якутии. Как это повлияло вообще и какие участники появились на рынке, какие ушли? Ну, я не скажу, что появились новые участники, потому что пока этого нет, да. Единственное, что на рынке появился Банк Дом РФ, который предложил более комфортные условия заключения договоров на проектное финансирование по сравнению с крупными банками России. Потому что банки, конечно, просчитывая все свои риски, они предъявляют очень высокие требования к застройщикам. В частности, и что у этого застройщика хорошая длительная кредитная история, что у него большой стаж в области строительства, что у него стабильный доход. То есть рассматривается, да, убыточные предприятия банки вообще не рассматривают. Что проекты, которые предлагает застройщик к постройке, достаточно хорошо просчитаны и имеют высокую степень доходности. Вот. И у нас, к сожалению, застройщиков с такими параметрами не так уж и много. Застройщики, которые на рынке появились недавно, им труднее всего, потому что им труднее всего доказать свою надежную платежеспособность. Вот. Поэтому, возможно, появятся какие-то крупные девелоперы, но, опять же, все равно привлечение местных застройщиков уже будет в качестве подрядчиков, потому что других-то здесь застройщиков нет. Вести откуда-то это накладно, организовывать здесь новую фирму, поэтому как-то отношения сложатся. Но вот пока сказать, что зашел крупный девелопер и... Пока еще рано. Да, пока еще рано. И, в принципе, пока рано говорить о том, что вот все, начался какой-то крах, и наши застройщики не смогут на рынке удержаться. А в ближайшее время какие тенденции будут преобладать вот именно в строительной отрасли Якутии? Чего ожидать? С ценами в том числе? Ну, цены все равно будут подниматься. Может, не такими высокими темпами и без таких скачков, учитывая, что, как мы уже отмечали, цены на материалы все равно растут, на энергоресурсы растут, на ГСМ растут, поэтому, конечно, повышение цена на месте стоять не будет. Другое дело, насколько и как застройщики будут формировать свою ценовую политику. Потом, насколько пойдет расширение города, ну, мы сейчас говорим о городе Якутске, потому что основная вот это взлет цен все-таки произошел, ну, в городах, да, вот. Куда будет двигаться город и какими темпами и какие земли, да, будут осваиваться, поэтому все-таки цена будет расти, но я думаю, что вот этот сейчас ажиотаж спадет по дальневосточной ипотеке вот в таком объеме, а потом войдет в русло обычное, да, стабилизируется. Но при этом я думаю, что все равно будет все-таки рассмотрено, чем поддержать строителей, которые пытаются сдерживать цены и так их не завышать, чтобы ипотека... Все-таки вот эти 2% для молодых семей ввели для того, чтобы для них квартира была более доступна. Да? Если при этом она становится недоступной, потому что на нее цена высокая, ну, смысл тогда, да? Поэтому, конечно, я думаю, будет проведен еще ряд совещаний с застройщиками, все-таки выработается определенная позиция, на которой, возможно, какие-то преференции дадут застройщикам, которые помогут застройщику, или в части именно тех квартир, которые он продает по дальневосточной ипотеке, может как-то поддержать субсидированием. Я думаю, что не так все прямо страшно и сложно. Будем на это надеяться. Спасибо вам большое за такую беседу. Напоминаю, что сегодня гостем нашей студии была Лариса Панькова, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Это было актуальное интервью. Всего доброго.